проблема, которая не дает покоя инженерам, проектировщикам и даже политикам – возможность захода поезда в сам город Якутск. Главный барьер на пути к столице региона – 10-я в мире по длине река Лена. Дело в Нам обязательно нужно сделать так, чтобы соединить Якутск, значит, и пройти через Лену, чтобы все было по-человечески. Я знал, что вы на это правильно отреагируете, потому что... Давайте Якутия, вот, пожалуйста, Якутия. Спасибо большое. Александр Ильин, газета «Якутия». Владимир Владимирович, вопрос такой. Крымский мост стал символом возвращения Крыма на родину. Мост через реку Лену может стать символом освоения азиатской части территории Российской Федерации. Хотелось бы задать вопрос, стоит ли нам ждать этот мост? Если да, то когда? Потому что якутянам он очень нужен. Спасибо. Разрывая огромные глыбы, ледокол-капитан Боровкин прокладывает путь между двумя берегами Лены. Он ведет за собой баржу, наполненную грузовиками с товаром. О планах и самый главный вопрос, когда случится это? Вы знаете, мост мы ждем давно. Сейчас Крымский мост построен. Я считаю, что пришло время строить Ленский мост. Коллапс на переправе Якутск-Нижний Бестях сохраняется, только на этот раз не на паромной, а на пассажирской линии. С чем это связано и что будет дальше, выяснял наш корреспондент Виталий Абрамов. Люди, которые простояли несколько дней в очереди на паромной переправе, теперь стоят в ожидании судов на воздушных подушках. Мы продолжаем. Сегодня стало известно о том, что Владимир Путин фактически утвердил проект строительства моста через Лену и поручил правительству подготовить предложение по его финансированию. Якутск – единственный крупнейший город России, который не имеет круглогодичный транспортный выход на федеральную дорожную сеть. В спортивном комплексе «Триумф» жители города выразили поддержку работе главы республики Айсена Николаева и поприветствовали принципиальную позицию президента России Владимира Путина по утверждению долгожданного проекта строительства моста через реку Лена. И в честь этого события станцевали массовой осохой. В нем приняли участие около 800 человек. Глава Якутска Сардана Аксентьева отметила, что древний ритуальный танец осохой – это своеобразная молитва якутян для исполнения мечты о строительстве моста. Сейчас самое главное наше желание, чтобы этот проект был реализован, чтобы он был доведен до логического конца, и чтобы в ближайшие годы мы смогли с вами не чувствовать себя оторванными от большого мира.